Всем добрый день, друзья! Сегодня у нас 29 ноября. Мы едем в гости в Джалалабад. Погода сегодня очень-очень хорошая, да? Плюс 20 пока, 19-20 градусов. Для конца осени это редко или даже совсем, можно сказать, необычно. Поедем мы через перевалы и хотим показать вам много красивых мест. В общем, так. Дальше будем снимать. Сейчас мы повернули с трассы Карабалта-Бишкек. Вот она. Мы решили свернуть. Тут вроде бы покороче путь есть. В конце Беловодска или в начале Петровки. В общем, такая здесь трасса. Ну, качество трассы нормальное. Мы по ней тоже много раз ездили. И покороче здесь, а соответственно и по времени, и побыстрее. Вот такие горы, да, наполовину снегу. Все это мы будем проезжать. И вы, наверное, все это увидите. Ну все, мы двигаемся дальше. Вот мы уже подъехали ближе к горам. Вот по этой трассе мы поднимаемся от Бишкекской Карабалтинской трассе. И она сворачивает направо. А прямо, если поехать, это Аксуйское ущелье. Мы там много раз были, ну несколько раз были. И если до самого конца двигаться, пересекаешь где-то 10 или 9 мостов. И в самом конце этого ущелья источник, из которого в советское время, я помню в детстве, мы пили воду, Аксу называлась, в стандартных стеклянных бутылках. Вот так вот горы, вон два самолетика летят, если их видно, мне видно. Вот так вот выглядят здесь села предгорные. Погода такая шикарная. Вот это село тоже, ну я пропустил, как оно называется, не помню. В общем, мы сейчас повернем направо в сторону Сосновки, а там уже и начало ущелья в сторону Тёшу. Вот мы подъезжаем к ХПП. Там, как он называется у нас? Весовой контроль. Да, весовой контроль называется для грузового. Жолнуздар Шедыр Болсун. Мы въезжаем в ущелье. 17 градусов. За окном, да, 18, там показывает 17, у меня показывает 18. Ну, это такой. Тут торговля, если видно. Платить здесь будем что-то вроде 45 сомов, что ли, для местного населения и местного транспорта. Да, заплатили мы 45 сом, по-моему. В общем, в добрый путь. Поехали. Такая вот трасса среди скал и гор и осыпей всяких. Рядом речка слева у нас. Вода в малом количестве, чем летом, в меньшем количестве. В общем, вот такие пейзажи. Там ручей течет с этого ущелья, стекает в речку. Речка Турук попадает в Карабах. Вот так мы можем встретить еще перегон скота с Сусамыра
уже туда, вниз. Блин, опасно. А чем там Лошадки. кричит этот старик? Пускай проедет машина. Да, нас не пропустил КамАЗец. А тут еще всадник. Если вы видите, солнце, конечно, мешает. Такая вот вьющаяся дорога, как змея, то вправо, то влево, то вправо, то влево. И обогнать неудобно, и вообще быстро ехать тоже неудобно. Еще и вот эти перед этим табуном лошадей стадо барашек. Ну там, правда, удобно мы их объехали. В общем, так. Мы почти поднялись к тоннелю. Немножко осталось. Вон там. Такая вот здесь уже смена климата. Вон еще самолетик летит. Снег лежит. Температура плюс 4. На въезде в ущелье было плюс 17-18. Сейчас плюс 4. Такая вот смотровая площадка. Раньше здесь этого не было. Это летом мы ехали, не было ее. А сейчас вот сделали. Там памятник какой-то. Бутылка с водкой. Вот так вот выглядит дорога змейкой. Может быть, ветер перебивает мой голос. Сейчас еще. В общем, здесь вот такой вид. В принципе, такой же, как и там. Ну, там дорога. Выше, выше, выше. Вот она здесь. Дорога. Ветер меня, наверное, перебивает. Друзья, вот мы уже добрались до въезда в тоннель. Скоро будем двигаться дальше. Хочу вам еще рассказать. Вот у нас, короче, вот за этой горой есть два озера, Сулитожские озера. Ну, сейчас дорога туда, ну, наверное, нет проезда. Ну, где-то вон, вот, видно ее отсюда. В общем, летом туда хорошо можно спокойно заехать. За эту гору там два озера, очень красивые, интересные, природные такие. Природные явления, да. У нас есть видео, мы там были, это называется Сулитожские озера. Еще у нас есть видео, как мы забирались вот на эту гору, и с нее можно было видеть вот этот въезд в тоннель, и на ту сторону выезд с тоннеля, и уже Сусамырская долина. Ну, как бы с такой высоты не прям четко, но видно. Но это видео называется «Прогулка под облаками». Если хотите, можно на нашем канале его посмотреть. Мы от этих озер прошлись над этой горой. Ну, в общем, там старый путь. До того, когда был тоннель, не было, вернее, тоннеля, люди пересекали этот перевал через эту гору. Вот мы по этой дороге, ну, она уже заброшенная, засыпанная местами. Но по ней мы гуляли, короче говоря. Ну, вот так вот выглядит, да, за окном плюс 2. Снега здесь уже хватает достаточно. Ну, это вот только у нас начало зимы еще. Только-только. Все, едем дальше. Вот мы двигаемся внутри тоннеля. Так он сейчас выглядит. Его подреставрировали. И дорожное полотно, и освещение, можно сказать. Ну, довольно-таки неплохо. Конечно же, в ширину его вряд ли возможно переделать. А так, что пойдет. Удобнее стало, конечно. Две фуры не едут, не разъезжаются, может быть и разъезжаются, но не пускают в два конца грузовой транспорт. Только легковой и грузовой. От фуры по очереди с той стороны, потом с этой стороны.
Сейчас вот мы будем выезжать с него уже в Сусамырскую долину. Попадем почти. Мы вот сейчас 2,510. Длина этого тоннеля 2 километра 510 метров. Здесь снега как бы даже и побольше, как мы можем увидеть, да? Реально. +1. Сейчас выйду я на улицу. Там, наверное, ветер. А может быть и нет. Да, ветра здесь нету такого, как с той стороны. Солнышко. Вон в канале вода бежит даже. Ну, снега побольше, конечно. Ветра вообще нету. До Джалалабада нам 441 километр. Солнце не греет. Вот так мы видим. Ош 539, Баткен 868, Талас 167. Движение, можно сказать, не кипит, ну почти кипит. Машины едут. Вот грузовые сейчас в ту сторону пойдут. Для них зеленый цвет горит. Вот так вот Сусамырская долина выглядит в это время года. Ну, хотя погода сейчас необычная. Может быть, она выглядит обычно по-другому. Вот отсюда открылся такой вот вид панорамный. Вон дорога, тоже змейками, серпантинами вьется. И долина Сусамырская. Снег. А вон там горнолыжная база. Дорога пониже вот к ней идет. По-моему, Тёшу называется тоже. Это горнолыжная база. Все, сейчас едем мы уже дальше. Так, мы сейчас двигаемся по Сусамырской долине. Дорога превратилась из змейки в прямую линию практически. Температура +3. Такие горы поближе. Сверху так, сейчас так выглядят. Вот мы уже, друзья, на перевале Алабель. Высота 3175 метров. И въезд в Джалабадскую область, Токтагульский район. Вот такая здесь красота. Горы снега или горы в снегу. Температура -3,5 градуса. Все белым-бело, даже режет глаза. Будем двигаться сейчас дальше. В общем, такие дела. 3175 метров.
Дорога на протяжении всего нашего пути чистая, сухая. В общем, так. Едем дальше. Сейчас мы уже вот ущелье Чичкан, снега меньше уже. Тут такой вот Чичкан отель, кафе. С этой стороны все сухо. Вот такая вот здесь зона отдыха в лесу возле речки. Еще нам так встречаются пчеловоды, которые продают мед прямо на трассе. И вот такие линии электропередачи. И на ней на столбы. Скалы. Мед. Возле одного пчеловода проезжали, было написано «Мед на совесть». Провода вон на гору куда-то идут, там столбы стоят. Как-то надо было их там установить. И такие вот скалы. Красивое ущелье. Своеобразное. И там вон на скалах прям столбы. Сбавь скорость, написали, чтобы снять получше. Опять мед горный. А тут тоннельчик свежий какой-то. Написано, японский флаг висит, значит японцы помогли сделать. Этот участок дороги, видимо, камнепадами опасен или лавинами, поэтому решили под горой сделать, внутри горы. Такой он небольшой, конечно.